В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте, коротко о темах. На должность нового прокурора Якутии назначен Сергей Дябкин. Ранее он был прокурором в республике Тыва. В приложении МАКС теперь можно подтвердить статус многодетной семьи, что позволит посещать культурные и спортивные объекты бесплатно или со скидкой. Сегодня стартовали мероприятия международного турнира по вольной борьбе имени Коркина. В зале борьбы идут тренировки, подводка и сгонка веса. На должность нового прокурора Якутии назначен Сергей Дябкин. Ранее он был прокурором в республике Тыва. 14 ноября заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев представил коллективу прокуратуры республики руководителям региональных органов власти, назначенного указом президента страны прокурора Якутии, государственного советника юстиции 2 класса Сергея Дябкина. В своем приветственном слове он отметил, что приложит все необходимые усилия для обеспечения законности и правопорядка к отстаиванию прав и законных интересов жителей республики. Основные задачи органов прокуратуры республики остаются неизменными. Нам их поставил президент Российской Федерации и генеральный прокурор России. Это защита прав и свобод граждан, права ветеранов, инвалидов, несовершеннолетних, участников специальной военной операции и членов их семей. В условиях бюджетной недофинансированности целого ряда отраслей мы усилим надзорную деятельность за расходованием эффективных бюджетных средств. Будем бороться с чиновниками, которые не декларируют доходы. Продолжим координацию работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В Якутии участились случаи мошенничества под предлогом доставки. Злоумышленники разводят доверчивых граждан. За 10 месяцев этого года якутяне перевели мошенникам более 710 миллионов рублей. Как уберечь себя и своих близких, узнаем из материала далее. В век цифровых технологий, когда покупки можно совершать, не выходя из дома, стоит помнить, что мошенники не дремлют. Каждый день они придумывают новые схемы обмана. В августе 2025 года у пенсионера из Якутска мошенники выманили более 21 миллиона рублей. Тогда мужчине позвонил якобы курьер с маркетплейса и сообщил о поступившей посылке. После попросил продиктовать код из СМС. На схожую схему повелась и якутянка, у которой злоумышленники похитили денежные накопления. Чтобы получить посылку, я должна продиктовать код. А код пришел не от госуслуг, а от номера с названием. Поэтому я даже не сомневалась и продиктовала. А потом мне пришло смс-сообщение о том, что в мой аккаунт выполнил вход с нового устройства. И что если это не я, то срочно перезвонить в техподдержку. Там взяла женщина, посочувствовала мне, все так реалистично, и сказала, что мне позвонят с Росфинмониторинга. Позвонил мужчина, сказал, что от моего имени ушло много заявок на кредиты, и чтобы их отменить, мне надо взять другие и отправить на безопасный счет. А на самом деле мои госуслуги даже не были взломаны, оказывается. Специалисты отмечают, что в традиционную Черную пятницу в предновогодние дни мошенники активизируются. Если в обычные дни за неделю на горячую линию 112 обращалось около 10 человек, то в эти дни онлайн-распродаж звонят по 10 человек в день. Как же мошенники обманывают? Злоумышленники, чтобы втереться в доверие граждан, создают фишинговые сайты, которые полностью копируют официальные странички популярных маркетплейсов. После оформления заказа покупателям звонят по поводу доставки и просят назвать код из СМС. После чего в дело вступают лишь сотрудники Росинформмониторинга, правоохранительных органов, техподдержки госуслуг и банков. Приходит сообщение, либо звонок в соцсетях о том, что вам пришла посылка, для того, чтобы ее вам доставить, вы должны назвать код. Называют код, причем этот код приходит не с абонентского номера, а именно вот с номера с названием. Это название, как правило, может содержать слово delivery, что переводится как доставка, и человека как бы вот этот момент обманывает, он называет код, а на самом-то деле после этого его начинают атаковать СМС-сообщениями о том, что на его имя выдаются кредиты и так далее. Мошенники всегда работают сплоченной командой. Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо при подозрении на противоправное действие немедленно положить трубку, проверить свой профиль на госуслугах и в случае необходимости обратиться в полицию. Помните, ваши деньги в ваших руках. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск.
Министерство образования и науки республики проводит комплексные проверки общежитий и интернатов. Специалисты оценивают противопожарное и антитеррористическое состояние объектов, работу воспитателей и дежурного персонала. Главная задача – обеспечить безусловную безопасность обучающихся, а также исключить факторы, которые могут привести к формированию насильственного поведения. Проверки организованы по поручению главы республики Айсена Николаева после гибели первокурсника СВФУ. Все школы и колледжи организуют мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, психологическую среду среди детей. И в образовательных организациях усилена профилактическая деятельность, проводятся инструктажи, консультации психологов, групповые занятия, также ведется мониторинг цифровой среды. Министерство последовательно усиливает меры по обеспечению комплексной безопасности в общежитиях. Ежегодно Хангаласский район становится новым домом для специалистов со всей страны. Педагоги, медики, музыканты, люди разных профессий выбирают эту землю для жизни и работы. Причины переезда разнообразные: привлекательные условия труда, уникальная природа Якутии или личные обстоятельства. Наш корреспондент Виолетта Засимова встретилась с теми, кто выбрал Хангаласский район своей точкой на карте. Дарья Филимонова приехала из Братска, Иркутская область. На родине она преподавала в музыкальном колледже, но чуть больше года назад решила кардинально изменить жизнь и переехала в Якутию. Сегодня Дарья работает в Покровской детской школе искусств. Она обучает детей музыкально-теоретическим дисциплинам и ведет класс эстрадного вокала. А еще постепенно осваивает якутский язык. У меня есть ученица в вокальном классе, которая дома тоже разговаривает на якутском и очень хочет, чтобы я поскорее выучила этот язык. Она иногда меня обучает. Вот приходит на вокал и начинает на доске писать различные слова, заставляет меня учить. Таким образом мы обмениваемся опытом с ней. Я ее вокалу учу, она меня якутскому языку. Вот так вот. Тувинцы Мерген Куулар и его супруга прибыли в Якутию в 2023 году. Их пригласили работать в Центральную районную больницу, чтобы закрыть вакансии в амбулатории поселка Махсагаллох. Главной целью семьи было улучшение финансового положения. Единственное, что пугало новоприбывших – знаменитые якутские морозы. Ну, тут, получается, в Махсагаллохе несколько зданий. Между зданиями находятся подземные переходы. Вот, когда устанавливается такая минусовая температура, мы представляли, как будто бы, что должны ходить по подземному переходу. То есть не выходя на улицу? Да. Однако через месяц после переезда пара узнала радостную новость. Они ждут ребенка. Проработав некоторое время, они вернулись на родину, чтобы его родить. Но как только малышу исполнилось полгода, Мерген и его жена вновь приехали в Якутию. Сейчас Мерген возглавляет поселковую амбулаторию, а его жена работает участковым терапевтом. Здравствуйте, ребята. Следующая героиня сюжета – Гиляна Дичинова из Калмыкии. Она преодолела на машине 2 недели пути через всю страну, чтобы добраться до своей новой точки назначения – поселка Махсагаллох. Здесь Гиляна устроилась учителем истории в среднюю школу. Сегодня она уже заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Гиляна не только преданный своему делу педагог, но и активный любитель отдыха на природе, ценитель неповторимой якутской красоты. Ленские столбы – это любимое место, место силы. На прошлой неделе мы совершали пеший тур в Кулатах, поэтому в Безанарии у нас пешие походы. Очень такая активная жизнь, что, я не знаю, Хангаласская земля меня встретила тепло. Я благодарна ей за это, и сейчас я себя ощущаю здесь, конечно, это не первый мой дом, есть малая родина, которую я все равно в отпуск езжу, набирая сил, а здесь это мой второй дом. Эти истории – лишь часть большого потока специалистов, которые ежегодно выбирают Хангаласский улус. Изначально многие едут сюда за стабильностью и возможностью реализовать свои профессиональные амбиции. Однако очень скоро происходит нечто иное. Они открывают для себя красоту местной природы, находят искренних друзей среди жителей района и принимают решение строить свое долгосрочное будущее именно здесь. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В приложении МАКС теперь можно подтвердить статус многодетной семьи, что позволит посещать культурные и спортивные объекты бесплатно или со скидкой. Для подтверждения статуса необходимо перейти в свой профиль в приложении и открыть вкладку «Цифровой ID». Выбрать кнопку «Подтвердить статус многодетного», показать экран с фотографией и наложенным QR-кодом проверяющему. Для использования сервиса родителю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги и в «Цифровой ID» в приложении МАКС. Настроить его можно с помощью биометрического
российского загранпаспорта или водительского удостоверения. Никакие персональные данные недоступны проверяющему лицу. То есть при предъявлении QR-кода в мессенджере Max, например, сотруднику учреждений культуры или спорта для получения скидок и льгот при посещении учреждений, персональные данные недоступны проверяющему лицу. То есть для него будет понятно только то, что статус многодетной семьи подтвержден. Усялданцы активно запаслись натуральной продукцией на ярмарке «Забой». Традиционная ярмарка собрала более 40 частных и кооперативно-фермерских хозяйств. Несмотря на холодный день, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Сама продажа велась сразу в 2 местах. На улице продавали тушами мясо крупного рогатого скота и жеребятины. Также на местах работали распиловки. Ну а в Дворце культуры продавали полуфабрикаты, лесные ягоды и молочную продукцию. Ежегодно люди скапливаются для этого. Это народное гуляние. Ежегодно мы сделаем еще хорошо. Сейчас по месту еще определимся. На следующий год мы уже на большом объеме будем работать. С сегодняшнего дня начинается мероприятие международного турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина. Утренним рейсом прибыли олимпийский чемпион Сергей Белоглазов, команды из Беларуси, Азербайджана и Молдовы. В зале борьбы идут тренировки, подводка и сгонка веса, ну а сами соревнования начнутся завтра в 10 утра. Прямые трансляции покажут телеканалы «Мамонт» и НВК «Саха». Бескомпромиссные схватки в прямом эфире будет комментировать Степан Крыжановский. Любого борца, которого бы не спросили с других регионов, любой скажет, что здесь он себя, любой борец, чувствует как дома. Здесь располагают и организаторы, и болельщики, и все зрители располагают к себе каждого борца, каждого приезжего, принимают гостя как своего родного. Поэтому все проходит на высшем уровне. Организация все заранее, не в попыхах, как говорится, все делают в последнюю очередь, а все заранее подготавливают на высшем уровне. Поэтому организация на высшем уровне, проведение турнира на высшем уровне. Коркина, я считаю, это один из топовых турниров. Бороться в Саха-Якутии, турнир Дмитрия Коркина на 57 килограмм. Уже второй раз уехал в Саха-Якутии. Первый раз ехал в турнир ДТ Азия, тройку взял на 52. У меня сейчас нормальный конкурент есть. Здесь мне очень нравится, я в много стран был. Именно Якутия мне слишком нравится, их народ, они очень гостеприимные люди. Это были все новости к этому часу. До встречи.